Десяткадагы 35 жагынан дагы 110 жагынан бүт абагатка кышкыга қазір минус 35 болуп атыр. Морозным утром электромонтер Эзеркеп Момунбеков вместе с коллегой проверяет оборудование на подстанции Киров. Все трансформаторы рабочие, сбоев в подаче электроэнергии не было. По словам специалиста, за последнее время обновилась практически вся система эксплуатации. Я работаю на этой подстанции почти 30 лет. В те годы здесь стояли всего 2 трансформатора в 10 мегаватт. А теперь у нас установили трансформаторы, которые намного мощнее. Обновлено все оборудование. Наша подстанция готова к зиме. Мы надеемся, что подача электроэнергии будет бесперебойной. На сегодняшний день в области работают 25 подстанций. К нынешнему отопительному сезону их начали готовить еще весной. Энергетики, согласно плану, ремонтировали и обновляли оборудование. По их словам, подготовка к зиме велась тщательно. Подготовка хорошая. Сейчас мы работаем над масляными выключателями. Там есть свои нормы эксплуатации. Мы измеряем количество масла и при необходимости меняем его. В холодные дни нагрузка на оборудование растет. Мы контролируем, чтобы ничего не вышло из строя. У таласского предприятия электросетей 54 399 абонентов. С приходом холодов потребление электроэнергии выросло, сообщили в компании. Мы обращаемся к нашим абонентам с просьбой утром с 7 часов и до 10, а вечером с 18:00 до 22:00 экономить электроэнергию. В эти часы наблюдается сильная нагрузка на электролинии и подстанции. Мы понимаем, что в это время люди занимаются домашними делами, но если мы не будем экономить электричество, то по всей области могут возникнуть аварийные отключения. Отметим, что на текущей неделе первый заместитель гендиректора НЭСК Жолдошбек Доктурбайулу сообщил, что в этом году суточное потребление электроэнергии увеличилось на 4 миллиона киловатт-часов. Если в прошлом году в сутки потребляли 62 миллиона киловатт-часов, то сейчас 66. Мадина Низамова, Кайнар Ормонов и Ният Эргешева, ЛТР, Таласская область.